На трассе М7 сегодня заработал первый многофункциональный объект дорожного сервиса. Это специальная стоянка для дежурства реанимобиля и вертолета службы медицины катастроф. Ансат заступил на дежурство с 1 июня этого года. В экстренных случаях он будет прилетать сюда из Казани. Время пути всего 5 минут. Есть такая статистика, что если в течение 12 минут, значит, оказывается первая медицинская помощь, то пострадавший выживает. Поэтому мы стараемся соответствовать международным стандартам. Все идет по графику, согласно А это 888-й километр федеральной трассы М7. Реконструкцию Камазовской дороги здесь ведет Каздорстрой. В 2017 году подрядчик планирует ввести в эксплуатацию сразу 2 участка. Все идет по графику, докладывают федеральному руководителю. Этот участок, как я сказал, сдаем, значит, октябре-ноябре этого года, 13 километров. А остальные 2 участка вот на следующий год. Реконструкцию оставшихся 3 участков автомобильной дороги М7 «Волга» от Казани до Челнов завершат в следующем году. Таким образом, печально известная трасса на следующий год должна стать безопасной. Она будет соответствовать первой категории. Первая техническая категория подразумевает 4 полосы движения, по 2 в каждую сторону. Осевая полоса безопасности будет с барьерным ограждением. Это позволит нам избежать лобовых столкновений. Это самые опасные столкновения. Роман Старовойт отметил, что проблем с финансированием не будет. Все обязательства заложены в контракте, а значит, федеральный центр свои обязательства выполнит в полном объеме. Марсель Аскаров, Марат Зайдуллин, ТНВ, Роднослободский район.